Глава 3. Вырваться из капкана России. Үткен көндер ауыр булхала, алда көтә яқты келесек, азатлык һәм туган ер хакын яшь буындар иле белесек. Башкорт яугирдар маршы. За века колонизации башкиры лишились большей части своих исторических земель. Ни для кого не секрет, что вся Челябинская область, части Оренбургской, Курганской, Свердловской областей, Пермского края и Республики Татарстан — это исторические земли башкир. Но в результате насильственного отъема башкирских земель, нескольких волн колонизации и перекройки административных границ, башкиры остались только с той землей, которая входит сегодня в нынешнюю Республику Башкортостан. Башкирские националисты всегда говорят о том, что нам необходимо вернуть все эти земли обратно и создать Большой Башкортостан, карту которого в начале XX века составил лидер башкирского национального движения Ахмед Заки Валиди. Надо прямо признаться, что сегодня вернуть эти земли нереально. Для этого нет ни возможностей, ни сил, ни демографического преимущества. Сейчас в первую очередь стоит вопрос удержания своей территории республики, которая есть. На самом деле республика, которая нам осталась, по размеру не такая уж и маленькая. Она превышает по размеру множество стран мира, где проживает в несколько раз больше населения, чем в Башкортостане. Например, в государстве Бангладеш, которое по территории больше Башкортостана всего на 5000 квадратных километров, проживает 174 миллиона человек. Мы, конечно, до такого количества населения вряд ли дойдем в ближайшие 500 лет, но это показатель того, что территория у нас не такая и маленькая. В государствах Азербайджан или Австрия, территории которых почти в 2 раза меньше Башкортостана, население превышает нашу республику более чем в 2 раза. Наша республика по территории превышает такие европейские государства, как Греция, Болгария, Венгрия, Португалия, Чехия, Хорватия, Швейцария и многие другие. Будущее успешное развитие нашей республики я вижу в первую очередь в тесном союзе со странами Центральной Азии, ЦА. Так как мы сами являемся тюрками, мы очень близки к ним как ментально, так и через язык, через общую культуру, традиции и религии. Я предвижу, что от 20 до 30 лет окончательно завершится объединение организаций тюркских государств в единый союз, который мы привыкли называть Тураном. Занимая выгодное географическое положение, обладая к 2050 году общей численностью населения более 200 миллионов человек, имея богатые природные ресурсы и динамично развивающуюся экономику, это будет новая геополитическая сила, с которой будут считаться во всем мире. Казахстан, как наш ближайший сосед, в этом объединении будет играть одну из главных ролей. Чтобы сохраниться как уникальный башкирский народ и сохранить свою государственность, мы должны сделать все для того, чтобы войти в этот союз. Туда же должны войти и Татарстан, и Чувашия, для которых мы будем географическим мостом с Тураном, а они для нас будут буфером с Москвой и так называемым русским миром. Войдя в Туран, мы усилим свою башкирскую идентичность, переведем наш алфавит на латинскую графику, что позволит нам войти в единое тюркское образовательное пространство и отдалиться от русского доминирования в образовании. Но для того, чтобы войти в Туран, мы должны географически соседствовать с ним, как это было многие века. Сегодня нашу республику Башкортостан, как и Татарстан, отделяет Оренбургская и Челябинская области, территории, которые раньше принадлежали башкирам и казахам. В результате колонизации наших земель сегодня эти территории заселены в большинстве своем пришлым русским населением. Это, конечно же, не говорит о том, что мы отказываемся от своих исторических земель. История показывает, что границы земель непостоянны и могут в разные исторические моменты периодически меняться. Изменять границы земель могут только сильные и многочисленные народы, к каковым пока башкиры не относятся. Поэтому башкирам необходимо сперва стать в своей республике полноценным хозяином, с доминирующей численностью как минимум от 70 до 80% от всего населения. Скорее всего, от большинства исторических земель придется отказаться, ввиду невозможности их вернуть обратно в ближайшей перспективе. Нам, например, ни к чему предъявлять претензии к братскому татарскому народу на мензелинские земли. Сейчас там нет башкир, и эти земли давно уже входят в Республику Татарстан. Зачем нам спорить и ссориться с нашим самым близким союзником? Это глупо и неконструктивно.
Но часть территории Челябинской и часть Оренбургской области, где сейчас проживает много башкир, являются для нас стратегически важными, на которые мы претендуем. Некоторые башкирские националисты постоянно твердят, что нам необходимо полностью вернуть Оренбургскую область и присоединить ее к Башкортостану. Я считаю это нереальным, потому что вместе с присоединением земли мы присоединим и все население области. Это сразу скажется негативно на демографическом балансе. Процент русских тогда вырастет до 50,4%, что составит больше половины населения республики. В то же время процент башкир и татар упадет до 22,4% и 18,5% соответственно. Да и, скорее всего, не получится мирно присоединить эти земли. А Башкортостану нужны мир на многие десятилетия и столетия, чтобы восстановиться и укрепиться как государство. Как в таком случае мы можем получить выход к Турану? Самый идеальный и лучший вариант — это, конечно, тот, который позволит нам бесконфликтно, без вооруженных столкновений, решить вопрос выхода к Казахстану и к Центральной Азии в целом. Даст возможность свободно передвигаться людям, бестаможенно перемещать грузы. Об этом более подробно ниже. Мы все прекрасно понимаем, для чего на башкирско-казахских землях была создана нынешняя Оренбургская область. Башкиры помнят, как воевали с Российской империей, которая начала строить Оренбургскую крепость и сеть других крепостей с целью отделить башкир от казахов. После того, как мы потерпели поражение в той войне от 1735 до 1740 годов, Российская империя устроила башкирам первый геноцид, в результате которого мы еле восстановились. В последующем советской властью была образована Оренбургская область в 1934 году, и ее границы были нарезаны так, чтобы лишить башкирскую и татарскую автономные советские республики статуса союзных. Это не позволило бы им иметь право на выход из состава СССР. Такой логикой тогда руководствовались коммунистические лидеры. Сегодняшняя Оренбургская область, особенно в своей восточной части, является узкой полоской земли, разделяющей Башкортостан и Казахстан. Эта земля всегда будет находиться в орбите влияния тюркских государств. С севера это будет Татарстан и Башкортостан, а с юга — Казахстан и вся Центральная Азия. К тому же на землях Оренбургской области исторически проживает много башкир, казахов и татар. В России Оренбургская область всегда была экономически отсталым регионом, откуда в последние десятилетия массово уезжает русское население. Если Оренбургская область хочет быть успешной и богатой, то ей надо отделяться от России и становиться независимым государством. В этом случае она будет занимать выгодное географическое положение между Волжско-Уральским союзом независимых тюркских и финно-угорских государств с одной стороны и странами Центральной Азии с другой, за счет чего сможет успешно экономически развиваться. Для этого ей выгодно было бы войти в Волжско-Уральский союз в качестве седьмой независимой республики, и тем самым вопрос выхода к Турану всем остальным республикам решился бы сам собой. Без влияния и диктата Москвы Оренбургская область, как отдельное независимое государство, очень быстро станет процветающей страной, мирно сосуществуя со своими соседями. Другой вариант государственного устройства Оренбургской области возможен с присоединением ее к Волжскому государству, Самарская, Саратовская, Оренбургская области, как отдельное от России независимое государство. Для нее это будет более выгодно, чем присоединяться к Уральской республике, как это задумывалось еще в начале 1990-х свердловским губернатором Эдуардом Росселем. Но как территория, которая будет оставаться в составе России, она всегда будет нищей и в то же время представлять для нас экзистенциональную угрозу. Но даже в таком случае нам лучше мирно договариваться. Если Оренбургская область категорически отказывается стать независимым государством и не захочет отделяться от России, тогда можно договориться о покупке Кувандыкского коридора, Гайский и Кувандыкский районы, или же его обмена на другую равную по размеру территорию Башкортостана, например, Ермекеевский и Бишбулякский районы республики. Однако в этом случае у Оренбургской области от западной ее части отрезаются 6 восточных районов, которые остаются просто нежизнеспособными. Тогда придется Башкортостану, Челябинской области и Казахстану
решать судьбу этих районов. Также есть вариант не трогать Кувандыкский район, если Оренбургская область будет категорически против. В таком случае можно предложить продать или обменять самый крайний восточный район Оренбургской области, Кваркенский. Тогда у Башкортостана будет выход к Казахстану. Это не создает эксклава для Оренбургской области, минимально нарушает ее логистику и стратегическую инфраструктуру. Удобный вариант для обеих сторон. Вопрос выхода к Казахстану в любом случае будет решаться между Башкортостаном и Оренбургской областью, и лучше для всех, если он решится мирно для обеих сторон. Если перейти к Челябинской области, то там до сих пор живет самая большая часть башкирского народа вне пределов Башкортостана, около 150 тысяч башкир. Подавляющая часть топонимики, названия гор, рек, озер Челябинской области являются башкирскими и казахскими. Поэтому в перспективе мы должны вернуть часть этой земли обратно. Но такое будет возможно только в одном случае, если башкир по численности будет много. В этом случае мы можем заселить обратно свои земли и сделать их башкирскими. Воевать за челябинские земли ни в коем случае нельзя, тем более когда башкир по численности в 3 раза меньше, чем численность русских в Челябинской области и Башкортостане вместе взятых. Вернуть свои земли можно, когда твое государство экономически сильное, с мощной и хорошо вооруженной армией, когда у тебя сильные и надежные союзники, когда численность твоего народа значительно преобладает над численностью населения той территории, которой есть претензии. Самый идеальный вариант, чтобы население этой территории само захотело присоединиться к нам, апеллируя к исторической справедливости. Это может произойти только в том случае, когда Башкортостан станет развитым государством с высоким уровнем жизни. И в то же время сама Челябинская область должна экономически деградировать, численность русского населения должно неуклонно падать, или из этих земель должен произойти исход русского населения. Башкирское же население должно в Челябинской области расти, или как минимум не падать в численности. Но, на мой взгляд, этого не случится. Челябинская область экономически сильная, с хорошо развитой промышленностью, и населения там достаточно, чтобы построить полноценное нормальное государство. Поэтому с нашими восточными соседями тоже лучше всего мирно договориться. Мы заинтересованы в возврате части так называемых горнозаводских районов Челябинской области. Лучше всего возвращать эти земли на договорных основах, мирно и взаимовыгодно. Также независимая республика Башкортостан заинтересована в том, чтобы наши восточные рубежи проходили по реке Урал, которая бы стала естественной границей с Челябинской областью. Сегодня это узкая перемычка от восточных границ Башкортостана, местами всего лишь в несколько километров, которая отделяет нас от реки Урал. Дело в том, что река Урал является кратчайшим речным путем в Каспий, а оттуда до Баку и Тегерана. Остается большим вопросом судьба башкир сегодняшних Аргаяшского и Кунашакского районов Челябинской области. Башкиры этих земель всегда были оплотом башкирского национального движения. Во время становления Первой Башкирской республики выходцы из Аргаяшского кантона ценой своей жизни защищали башкирскую государственность. В 1990-х один из главных лидеров и идеологов башкирского национального движения за суверенитет Башкортостана был выходцем из Аргаяшского района, ученый, доктор философских наук, профессор Дамир Жаватович Валеев. Он был идейным башкирским националистом, который отстаивал права башкирского народа. Есть версия, что в его скоропостижной смерти в 2002 году в возрасте 62 лет замешана непосредственно ФСБ. Сегодня эти два района Челябинской области остаются башкирскими островками среди русского населения, которое в царские времена колонизировало наши земли. На территории Аргаяшского района проживает 60% башкир, или более 23 тысяч человек. В Кунашакском районе 48% башкир и еще 34% татар, что делает этот район практически монотюркским, с очень малым количеством русского населения. Представители этих районов постоянно задают вопросы о своей судьбе в будущем независимом Башкортостане. Сразу скажу, что вопрос очень сложный и во многом будет зависеть от сложившегося положения на тот момент. Сложный он потому, что сегодня эти два района отделены от территории Башкортостана большим количеством других районов Челябинской области, где башкирское население в явном меньшинстве.
Понятно, что объединить их с территорией Башкортостана без присоединения районов, лежащих между ними и нашей республикой, невозможно. А такое, на мой взгляд, нереально из-за подавляющего русского населения в этих смежных районах. Референдум мы не выиграем, силы никто не даст. Да и нет у нас таких сил, чтобы их присоединить к нам. Как я уже сказал, нашей республике и башкирскому народу нужны будут десятилетия мирной жизни, чтобы восстановиться в численности и сделать нашу республику богатым и экономически развитым государством. Конечно, может получиться так, что наступят такие катаклизмы в стране, что изменится коренным образом демографический баланс в Челябинской области, начнется исход русского населения, и тогда все башкирские земли вновь вернутся в Башкортостан. Но это почти фантастический и малореальный расклад. В долгосрочной перспективе такое возможно, если башкирское население будет расти в численности очень быстрыми темпами, а русское население будет сокращаться. Но даже для такого варианта нужны столетия. Скорее всего, можно предположить, что возможно будет договориться в будущем с властями Челябинской области или на тот момент уже с независимым Уральским государством об автономном статусе Аргаярского и Кунашакского районов, объединенных, например, в Башкирскую Зауральскую автономную республику, где им будут предоставлены все права на сохранение и развитие башкирского языка, культуры, традиций и местного самоуправления, при полной поддержке Башкортостана. Такой статус сегодня у многих коренных народов, которые по тем или иным причинам остались в составе других государств. Пока же, лишенное самых элементарных культурных прав, башкирское население этих районов постепенно исчезает. По переписи 2010 года башкир в Челябинской области насчитывало 162 тысячи человек. По переписи 2020 года их осталось 128 тысяч человек. Татары тоже массово сокращаются. По переписи 2010 года их было 180 тысяч человек. На 2020 год их осталось 120 тысяч. Если ничего не изменится в России и режим останется еще на десятилетия, то количество и процент башкир в Челябинской области, а также в Аргаярском и Кунашакском районах, будет только падать, и это невозможно будет изменить. В этом случае, чтобы сохранить себя как башкиры и не ассимилироваться, единственный вариант — это переезд в Башкортостан. Глава 4. Новые государства. Пост России и Русская республика. Мы 3 раза подписывали договоры с Москвой, и все 3 раза нас обманули. Больше мы такой ошибки не допустим. Исходя из наших интересов обретения независимости Башкортостана, нам выгодно, чтобы сегодняшняя Россия разделилась на десятки независимых государств, не только национальных, но и с русским населением. Давайте представим, что все национальные республики отделятся, а остальная территория сохранится как единое российское государство. Это будет все равно огромная страна с самой большой территорией в мире и огромным потенциалом. Учитывая имперский характер русского народа и склонность к реваншизму, он обязательно после восстановления попытается вернуть свои утраченные колонии, как это делает сегодняшняя Россия по отношению к Украине. Поэтому такое государство опасно как для нас, так и для всего мира, учитывая его склонность к агрессии. В наших интересах, чтобы на месте нынешней России появилось много независимых государств. Не только Башкортостан, Ичкерия, Эрзян-Мастор или Саха-Якутия, но и независимое сибирское государство, Ингерманландия, независимая Поволжская республика, Дальневосточная республика и, конечно же, независимая Уральская республика. В 1993 году уже существовала Уральская республика, которая была создана губернатором Эдуардом Росселем. Конечно, мы понимаем, что Россель не хотел независимости для Уральской республики. Он ее создал, чтобы получить такие же полномочия и преференции, которые были у рядом расположенных национальных республик Башкортостана и Татарстана. Он понимал, что статус республики выше, чем статус области, потому что как по своим конституциям, так и по Конституции России они являются государствами. Поэтому он тоже старался поднять Свердловскую область до уровня республики и получить такие же преференции от центра. На следующем этапе распада России, когда национальные республики уже будут заявлять только о своей независимости, элита Свердловской области, по моему убеждению, не будет ограничиваться статусом региона или даже республики в составе России. Впустив однажды в историю своей области бациллу самостоятельности,
Уральцы в этот раз пойдут до конца, до обретения независимости. Образование независимой Уральской республики на своих северо-восточных границах выгодно Башкортостану, как и Уральской республике выгоден независимый Башкортостан, через который он будет иметь связь с Центральной Азией. Также в наших интересах создание русского государства на отдельно взятой территории, например, на территории нынешнего Золотого кольца или Центрального федерального округа. В то же время я соглашусь и со словами экономиста Вячеслава Ширяева о том, что славянские области Запада России, такие как Курская, Брянская, Рязанская и другие, после долгих лет военных тягот могут пожелать формирования собственной федерации, дабы не быть втянутыми Москвой в новые кровопролитные конфликты уже в ближайшие годы, так как русско-украинская война в Судже или Курске ощущается иначе, чем на Вятке. Создание такого отдельного русского государства в первую очередь даст возможность самим русским перестать мечтать об империи и гордиться огромной по размерам страной, которая в результате этой имперской политики и мнимого величия все больше превращается в безжизненную территорию. Имея такое огромное государство, русские не могут эффективно им распоряжаться, не могут заселить его и сделать развитой страной. Наоборот, они все больше и больше покидают территории, раскинувшиеся за Уральским хребтом, уменьшаются в численности катастрофическими темпами и делают жизнь всего населения России невыносимой. Этот цивилизационный проект, наполненный различными экспериментами на протяжении всего 20 и первой трети 21 века над своим населением, русские проиграли. Они не смогли создать сильное, экономически мощное правовое государство. Они не смогли поднять свою демографию. Они не смогли предложить миру привлекательную модель общества. Русские, начиная с 1991 по 2020 годы, ежегодно в среднем теряли по 500 000 человек в своей стране, а после начала полномасштабной войны с Украиной этот процесс стал еще сильнее. По переписи 2021 года русских оставалось в России 105 миллионов человек, и это по самым оптимистичным оценкам. На мой взгляд, эта цифра сильно преувеличена с помощью приписок и манипуляций. Я считаю, что русских в России не более 80 миллионов. Об этом же говорили многие эксперты и работники ЗАГСов, которые прекрасно знают реальную цифру по стране. Сами русские не хотят рожать. Для этнических русских СКР, средний коэффициент рождаемости, обычно ниже среднего по стране и оценивается примерно от 1,3 до 1,4 ребенка на женщину. Чтобы поколение полностью заменяло себя, нужен СКР примерно 2,1 ребенка на женщину. Все, что ниже, означает демографическую убыль в долгосрочной перспективе. Для сравнения, у башкир СКР около от 1,7 до 2,1 ребенка на женщину. Это значит, что русские будут продолжать уменьшаться в численности из-за нежелания их женщин рожать, из-за высокой смертности, из-за миграции в другие страны. Численность русского населения старше 60 лет в России составляет 25% или четверть от своего народа. Это то население, которое уже ничего не производит и не рожает детей. Оно только потребляет. Аллах в суре Корана Мухаммад сказал: «Если же вы отвернетесь, Он заменит вас другим народом, и они не будут подобны вам». Так действительно происходит в сегодняшней России. Чтобы удержать численность рабочего населения на том уровне, на каком должно нормально функционировать государство, власти вынуждены завозить мигрантов из других стран. В первую очередь это мигранты из стран Центральной Азии, где сейчас происходит просто бэйби-бум и очень много молодого, здорового населения. Они, приезжая в Россию, привозят свою религию, культуру, традиции и начинают замещать стареющее русское население. Это неизбежный процесс. Боясь исламизации России, в последние годы власти стали массово завозить мигрантов из Индии, Пакистана и Бангладеш. Но это тоже люди другой религии, культуры и менталитета, которые неуклонно меняют облик России. Таким образом, чтобы русской нации выжить и сохраниться, у них остается один единственный выход — создать отдельное русское государство, где бы они сохранили свой генофонд, смогли заниматься своим нациестроительством, развивали свою русскую культуру и язык. Территория сегодняшнего Центрального федерального округа вполне бы подошла под строительство такого русского государства. По площади такая страна составляла бы 650 000 квадратных километров и была бы больше Франции
и почти в 2 раза больше Германии. Численность русских на этой территории сейчас уже составляет около 40 миллионов человек. Но с учетом, что туда бы начало переезжать русское население из национальных республик и дальних областей нынешней России, то общая численность в таком государстве составила бы от 50 до 60 миллионов человек. Пожалуйста, стройте свое национальное государство, как вашей душе угодно. Хоть каждый день там проводите русские марши или крестные ходы, или же развивайтесь, как нормальные европейские страны. В этом случае русским националистам взять бы пример с турков. Я упоминал, что Мустафа Кемаль Ататюрк, являясь турецким националистом, взяв за основу идеологию турецкого национализма, и стал основоположником национального турецкого государства, Турецкой Республики. Но сам Ататюрк опирался в первую очередь на работы идеолога турецкого националиста Зия Гёкальпа. Он первым, кто начал критиковать османскую модель как наднациональную и вредную для турецкой идентичности. Гёкальп продвигал переход от османской, имперской религиозной идентичности к этнокультурной турецкой нации. В своей основной работе «Турклешмек, Исламлашмак, Муасырлашмак» он прямо противопоставляет османизм турецкому национализму и утверждает, что османская идентичность — это искусственная политическая надстройка. В своих работах он проводит мысль, что османская модель мешала формированию полноценного турецкого национального самосознания. Турецким интеллектуалам хватило ума осознать, что империя и попытка создать из разных народов одну нацию только уничтожает сам турецкий народ. Поэтому они сделали ставку на одно национальное государство в пределах Анатолии, исторических земель туркоманов, даже если им ради этого и пришлось отказаться от всех остальных земель Османской империи. Например, сам Мустафа Кемаль был родом из Румелии, но он смог отказаться от этих некогда завоеванных земель и сделать выбор ради сохранения национального турецкого государства. Именно осознание того, что нужно свое отдельное русское государство, сможет спасти русский народ от имперской болезни и остановить его деградацию и исчезновение. К сожалению, сегодня я пока не вижу таких лидеров ни среди русских демократов и либералов, ни среди русских националистов. Все они, как дети, не хотят расставаться с завоеванными землями и ведут себя как та собака на сене. Ни сами не могут создать свое национальное государство, ни другим не дают этого сделать. Нам же, башкирам, выгодно, чтобы такое отдельное русское государство существовало вдали от наших границ. Те русские Башкортостана, которые бы не согласились жить в независимом башкирском государстве, могли бы уехать в свою русскую страну и не мучиться, живя среди башкир. Таким образом, Башкортостан избавился бы от нелояльного населения, которое бы являлось пятой колонной в республике и мешало нашему развитию. Остальные русские, которые бы остались на территориях Урала, Сибири, Дальнего Востока, Кубани, Волжского образования, начали бы строить свои собственные независимые государства и идти по своему пути развития. Глава 5. Башкиры и татары. Хин башкортма, хин татарма. Унда түгел мәселе. Башкорттан да татардан да урыс, туа үәт бәле. Бунака да мәселе. Әнгамат Набаев. Татары — это наши ближайшие и главные союзники в деле обретения независимости. Среди башкир есть некоторые горячие головы, которые считают татар врагами. К сожалению, этим мыслям подвержены и некоторые представители башкирской интеллигенции. Этому есть свои исторические предпосылки, которые, на мой взгляд, даже если раньше и имели место быть, то в сегодняшней реальности давно сошли на нет. В начале XX века татарский народ был на пике своего развития. В большинстве своем он был хорошо образован, среди него было много интеллектуалов, богатых городских предпринимателей и меценатов, ориентированных на развитие своего народа. В то время по своему потенциалу среди всех тюркских народов он, возможно, уступал только туркам. Остальные тюркские народы, на мой взгляд, он обходил по всем параметрам. Естественно, что у такой нации, которая ощущала свою силу и понимала свой потенциал, было стремление доминировать над другими тюркскими народами и, в первую очередь, над близлежащим тюркским народом — башкирами. Из этого ничего не вышло. Мало того, татарский народ получил значительно меньше прав, чем был достоин. Татарам предоставили автономную республику в составе РСФСР, что явно не соответствовало их потенциалу. И наоборот, многие тюркские народы, которые на тот момент находились в более слабом положении по численности населения, образованию, количеству и качеству интеллигенции, получили более высокий союзный статус для своих национальных образований.
На момент краха Советского Союза татарская нация продолжала еще оставаться сильной, сплоченной и развитой во всех отношениях, хотя многие союзные республики ушли далеко вперед. А с получением независимости в 1991 году еще дальше оторвались. Татарский народ тоже попытался вырваться из России, объявив о своем стремлении к независимости. Но его политическая элита не пошла на обострение с Москвой, как Ичкерия, и предпочла остаться в России на особых условиях. Москва всегда понимала, что объединение татарского и башкирского народов в защите своих прав для них является политической угрозой. Поэтому она всегда старалась вбить клин между нами, разжигая искусно вражду, играя на исторических противоречиях. В эту вражду были втянуты в первую очередь политическая элита и культурная интеллигенция с обеих сторон. Уверен, что среди них были и такие отдельные деятели, которые работали и работают до сих пор на российские спецслужбы, задача которых всегда сводится к одному — разжигать межнациональную рознь между нашими народами. Русский имперский философ и идеолог Александр Дугин в своей книге «Основы геополитики» писал: «Татаро-башкирские связи никак не могут способствовать геополитической стабильности в этом секторе внутреннего востока России. И Центр должен сделать все возможное, чтобы интегрировать Башкирию в южные уральские регионы, населенные русскими, и оторвать ее от ориентации на Казань. Укрепление геополитических связей Татарстана с Башкирией крайне опасно для России, поскольку южная административная граница Башкирии лежит недалеко от северного Казахстана, который, при самом неблагоприятном развитии геополитической ситуации, теоретически может стать плацдармом для турецко-исламского сепаратизма. То есть русские имперские идеологи понимали, что союз татар и башкир — это катастрофа для русского мира. К сегодняшнему моменту я уверен, что татарская элита и лидеры татарского национального движения в подавляющей своей части осознали, что некогда сильная татарская нация с мощным национальным самосознанием просто исчезает на глазах вследствие сознательной политики русификации и манкуртизации, которую последовательно проводит Москва. Российская власть нагло нарушила все предыдущие договоры, отобрала все привилегии и права у Татарстана, лишила татарский народ языка, пересажала или изгнала татарских национальных лидеров. Пришло переосмысление, что враг — это не башкирский народ, а российская власть, сидящая в московском Кремле. Пришло понимание для татар, что нет никакой башкиризации, и для башкир, что нет никакой татаризации. Есть только русификация. Сегодня дети башкир и татар, даже в самых глухих аулах, разговаривают на русском языке. Это приводит к осознанию, что башкирское и татарское национальные движения должны объединиться, чтобы элементарно выжить. А выжить можно только обретя независимость для наших народов. В момент кризиса власти рашистско-имперские силы обязательно воспользуются историческими противоречиями между башкирским и татарским народами, чтобы попытаться разжечь между нами войну. Они пойдут на все, вплоть до провокаций и убийств представителей наших народов, только чтобы между нами вспыхнул кровавый конфликт. Спровоцировав между нами такой конфликт, они потом будут говорить всему цивилизованному миру: посмотрите на этих дикарей, им дали независимость, и они тут же начали воевать между собой. Какая им независимость? Пусть будут под Москвой, мы им обеспечим мир и спокойствие. Поэтому мы ни в коем случае не должны поддаваться на провокации. Наша сила в единстве в момент борьбы за нашу свободу и независимость. Нам нечего делить. Между нами никогда не было войн и кровавых конфликтов. Между нами нет таких противоречий, которые бы не давали жить спокойно и мирно нашим народам. Наши две республики могут развиваться, взаимодействуя между собой во всех сферах, помогая и поддерживая во всем друг друга. Также и татарский народ в республике Башкортостан может спокойно развиваться, сохраняя свой язык, культуру и традиции. Нам выгодно, чтобы татарский язык жил и развивался, потому что таким образом будет создаваться единая языковая среда, где не будет места доминированию русского языка. Глава 6. Какие варианты у всех нас? Дерево свободы нужно поливать время от времени кровью патриотов и тиранов. Это для него естественное удобрение. Томас Джефферсон. Будущее башкирского народа в сегодняшней системе, которую создал Путин, можно четко определить. Его нет. Нет никакого будущего в империи, которая питается жизнью людей из твоего народа. Нахождение в составе России — это медленное угасание, деградация,
ассимиляция и в итоге смерть. Если в самые мирные годы правления Путина шло неуклонное уничтожение всех прав национальных республик, их языков, культур, расхищение национальных богатств, гонение против национальных деятелей, то, естественно, это будет происходить и в военные, и послевоенные периоды, когда любые человеческие права ограничены репрессивными законами. Но есть и хорошая новость. Такие диктаторские режимы, как путинский, долго не живут. Путинская власть строго персонализирована и держится только за счет одного человека — самого Путина. С его смертью, свержением или добровольным уходом все изменится. Возможно, что изменится все сразу, и система посыпется, как карточный домик. Возможно, крах не наступит сразу. Будут переходные периоды, когда к власти могут приходить как более мягкие режимы, так и более жесткие, нежели путинский. В стране начнется большая смута, когда периоды одних или других правлений будут быстро сменяться вследствие переворотов, заговоров и вооруженных конфликтов. Россия из-за бездарного многолетнего правления Путина превратилась в страну третьего мира с отсталой экономикой и вымирающим населением. Все, даже спорные достижения Советского Союза, растрачены за годы путинского режима. Россия утратила свое влияние в мире. Она теряет своих союзников один за другим. Она давно не может производить конкурентную продукцию, которая бы пользовалась спросом в мире. Россия давно не лидер в космической отрасли. Авиапромышленность и кораблестроение разрушены. Автомобильная промышленность убыточна из-за низкого качества продукции. Нет какого-либо серьезного производства в сфере компьютерных технологий и искусственного интеллекта. Что уж тут говорить, если даже элементарные холодильники, стиральные машины и телевизоры Россия не может произвести. Страна-банкрот, как говорил Айрат Дильмухаметов. В то же время на страну наложены самые большие санкции в мире, которые даже при самом благоприятном режиме для России будут сниматься с нее десятилетиями. Максимум, чем она может торговать, это сырье, что она и делает на протяжении многих лет. Но даже сырье, которое тоже находится под санкциями, будет продаваться практически по себестоимости, и доходов от их продаж не будет хватать, чтобы закрыть базовые потребности страны и ее граждан. Население России сокращается очень быстрыми темпами, рождаемость падает, молодежь уезжает, а оставшееся население в большей части возрастное, среди которых много пенсионеров. На такую огромную страну население, что есть сейчас, просто не хватает. На данный момент в азиатской части России, которая по площади занимает 13 миллионов квадратных километров, или 77% всей территории России, проживает всего 30 миллионов человек. Рассмотрим варианты, когда Путин уйдет с поста президента России. Неважно, что именно произойдет — смерть, арест или добровольный уход с гарантиями неприкосновенности. Вариант 1. Режим силовиков сохранился. После ухода Путина власть перешла к военной или чекистской хунте, которая будет считать, что Путин был слабак, допустивший ослабление мощи России и растерявший ее могущество на мировой арене. В таком случае к власти может прийти собирательный Гиркин Стрелков, бывший чекист, военный офицер, который участвовал в разных войнах, в отличие от Путина. Он быстро установит диктаторский режим, еще больше закрутит гайки в стране, усилит репрессии и бросит всю экономику на восстановление вооруженных сил России. При таком раскладе башкирам вырваться из России будет сложно. Скорее всего, придется выжидать, когда режим подойдет к своему логическому концу. Такие режимы, как правило, долго не живут. Пытаясь вернуть потерянное влияние России на близлежащие страны и в мире в целом, хунта обязательно начнет новую войну, которая в итоге и приведет к окончательному краху всей империи. Произойдет поражение в войне, которое и приведет к падению режима, а, возможно, и к полной катастрофе планетарного масштаба. Все-таки не будем забывать о наличии большого арсенала ядерного оружия в стране. Или же произойдет очередной переворот в результате экономического кризиса, и этот режим будет свергнут. При этом сценарии после стольких лет невзгод, войн, разрухи и кризиса разочарование в России в головах башкир будет полным. Идея независимости будет самой популярной идеей среди башкир. Вариант 2. Возвращение либералов. В случае, если в России к власти придут либералы, то, скорее всего, власть в стране перейдет к смешанному правительству, состоящему из сегодняшних системных либералов типа Мишустина, Кудрина, Силуанова, Набиуллиной и части сегодняшних внесистемных оппозиционеров, таких как Юлия Навальная, М. Ходорковский, Г. Каспаров
и так далее. Потому что у первых есть рычаги власти и управления в стране, у вторых — долгие годы оппозиционной борьбы с путинским режимом и поддержка правительств западных стран. ФСБ в стране сохранится, МВД тоже. Кто-то же должен контролировать такую огромную страну, населенную разными регионами и народами. Возможно, у этих структур изменится название и сменит их высшее руководство, остальное все останется. В стране станет посвободнее, проскрутятся гайки, выпустят политзаключенных, появится свобода слова, снимут часть санкций. Регионам дадут больше полномочий, но независимость точно не дадут. Потому что все перечисленные люди являются хоть и на словах либералами, но на самом деле они все имперцы, которые выступают за единую и неделимую Россию. Да, есть вероятность, что они отпустят Чечню, Ингушетию, Дагестан и Тыву, как регионы, где живет враждебное для них население, которое они так и не смогли ассимилировать за долгие годы нахождения их в империи. Им легче от них избавиться, чем интегрировать их в единое российское пространство. Но в Башкортостан, Татарстан, Саха-Якутию, Бурятию и другие национальные республики они вцепятся мертвой хваткой. В этих республиках их позиции сильнее, чем в той же Чечне, и они, конечно, сделают все возможное, чтобы оставить эти республики в составе новой империи. Как это всегда бывает, на первых порах, в момент, когда Москва будет слаба, они, скорее всего, не будут прибегать к силе и вооруженному подавлению национальных республик, желающих независимости. Они вновь возьмут на вооружение старый испытанный метод — обещания и подкуп элит. Они предложат заключить очередные договора, наобещают нам свобод и полномочий в составе России, как было в 1990-х годах XX века. Если произойдет такой сценарий становления обновленной России, и Башкортостан войдет в нее с очередным договором, пусть даже на особых правах, то да, потрясений для общества будет меньше. Возможно, не будет никакого кровопролития, и все произойдет мирно, но в этом случае наш башкирский народ обречен на дальнейшую манкуртизацию и неминуемую ассимиляцию. Русские, имея большой процент численности в республике, будут продолжать требовать исключительности для русского языка, будут всячески препятствовать становлению башкирского языка как государственного и отказываться от его изучения, а федеральный центр их будет в этом поддерживать. Сперва не так сильно, потом все сильнее и сильнее. Если Башкортостан начнет экономически развиваться, то к нам хлынут потоки русских из депрессивных регионов, что еще больше изменит наш национальный состав. А отказаться принимать жителей из других регионов нельзя, все-таки одна страна. Представим, что федеральный центр поначалу даст столько свобод, что даже допустит появление региональных и национальных политических партий внутри регионов и республик. Какую политическую программу будет продвигать условная башкирская национальная партия «Башкорт», пройдя в Госсобрание Курултай Республики Башкортостан? Конечно, она будет говорить и требовать независимости, глядя, как успешно развиваются рядом находящиеся молодые, независимые тюркские государства Центральной Азии. Ее слова будут находить отклик среди молодых башкир и в то же время неприятие среди русского населения, как внутри республики, так и за ее пределами. Все в итоге придет к тому, что партию запретят, а ее лидеров посадят. И когда лет через 50 эта обновленная Россия в очередной раз превратится в империю с подавлениями любых свобод внутри страны и захватами соседних государств, а это случится неизбежно, учитывая имперский характер русских, то башкир к тому моменту по численности станет еще меньше, а оставшаяся часть станет более обрусевшей, без какого-либо национального самосознания. Поэтому вариант остаться в составе России на пороге больших изменений в стране мы должны исключать сразу. В этом случае самой главной угрозой будут для нас свои же башкиры, которые захотят говорить от имени башкирского народа, чтобы подписать очередной договор с Москвой. Уверяю вас, что такие найдутся. Они будут пугать всех нас войной, вооруженными конфликтами, межнациональными распрями, ухудшением экономики и изоляцией от всего остального мира. Они будут указывать как пример на худшие страны со слабой экономикой и диктаторскими режимами. Будут нас убеждать, что ничего у нас не получится, и мы не сможем без России развиваться. Как только такие слова начнут звучать из уст тех или иных известных башкир, то знайте, значит, с ними уже поговорили, заплатили, пообещали много денег и высокие посты в республике, если она останется в составе России. Это предатели башкирского народа, компрадоры,
которые за хлеб с икрой продали его интересы и будущее наших потомков. Это трусы, которые боятся даже мечтать о независимом Башкортостане. Нет ни одной страны в мире, которая бы захотела добровольно лишиться имеющейся у нее независимости и войти в состав другого государства на правах колонии. Неважно, богатая эта страна или бедная. Даже в Молдове идея объединения с близкородственной для нее Румынией не находит поддержки у большинства населения. Что уж тут говорить об объединении в большинстве своем русской России и башкирах, которые являются тюрками и мусульманами. Вариант 3. Большая смута. Час X или момент истины для нас настанет в тот момент, когда в Москве в результате ухода Путина наступит полное безвластие, коллапс управления и последующая борьба за власть различных кланов и группировок из сегодняшних силовиков, кремлевских чиновников и олигархов. Начнется большая смута в России. Новость о том, что путинской власти больше нет и в столице сейчас безвластие, придет сперва из одного источника. Затем она будет расти как снежный ком из разных других источников и независимых средств массовой информации. Властные структуры и пропагандисты будут хранить молчание, так как будет непонятно, что делать и на кого из претендентов на власть делать ставку. Но кто бы ни пытался в такой момент говорить от имени власти, он не будет обладать достаточной легитимностью, чтобы все властные кланы присягнули ему. Начнется борьба за власть. Находящиеся в регионах и национальных республиках губернаторы и главы точно так же рассажены этими кланами. Они будут полностью зависеть от своих хозяев из Москвы и без их приказа не будут предпринимать каких-либо действий. Исключение составляют Чеченская республика и Республика Татарстан. Переходя к Республике Башкортостан, мы с уверенностью можем сказать, что республиканская власть также первое время будет в растерянности и будет хранить молчание, ожидая прямых указаний от своих хозяев в Москве. Это прекрасно показали события, когда Пригожин двинулся на Москву. Хабиров тогда как в рот воды набрал и молчал почти сутки. Этот очень непродолжительный момент и будет тем периодом времени, когда башкирскому национальному движению необходимо будет действовать быстро и решительно. Самый правильный, бескровный и наиболее легитимный шаг, который может сделать гражданское общество на пути к обретению независимости, это массовый выход граждан Республики Башкортостан на улицы с требованием выхода республики из состава России и обретения ею полного суверенитета. Запрос общества должен быть направлен не в сторону Москвы, прося их отпустить, а в сторону своих избранных действующих депутатов Госсобрания, Курултай, которые имеют полномочия принять решение о независимости Республики Башкортостан. Учитывая то, что, скорее всего, депутаты башкирского парламента будут против, так как многие из них были посажены в депутатские кресла с помощью республиканского главы-коллаборанта и Москвы, то здесь гражданскому обществу Республики Башкортостан необходимо действовать решительно. Если депутаты будут против и не захотят собираться на внеочередное заседание по вопросу принятия решения об обретении независимости Башкортостана, то активистам необходимо в таком случае силой забрать их из собственных домов и принудительно доставить в здание парламента. Нельзя ни в коем случае уходить с улиц и от здания парламента Госсобрания, Курултай, пока решение о независимости Башкортостана не будет принято. Постоянно давить морально и психологически до тех пор, пока депутаты не сделают то, чего требует гражданское общество. Нельзя повторять ошибки московской и белорусской оппозиции и делить протесты по дням или переносить их на выходные. Надо разбивать палаточный лагерь, устанавливать баррикады и стоять круглосуточно, до тех пор, пока не будет принято нужное для всех нас решение башкирских депутатов. Этот вариант развития событий самый бескровный, который позволит обойтись всем без лишних жертв и разрушений, а также быстро принесет легитимность обретению независимости Республики Башкортостан. Если по разным причинам не получается реализовать выход из состава России и обрести независимость через решение депутатов Госсобрания Курултай, тогда надо действовать более радикально. В первую очередь необходимо будет собрать лидеров общественного мнения национальных сил всех городов и районов республики, кто выступает за независимость Башкортостана. Из них создать Координационный совет Республики Башкортостан, название может быть любым, который в кратчайшие сроки сформирует орган власти на переходной период и выберет своего главу. Делается заявление во всех доступных информационных ресурсах о том, что правительство Башкортостана и любая коллаборационная власть в Башкортостане объявляется антинародной
незаконной и подлежит немедленному аресту до суда. В заявлении также говорится о том, что вся полнота власти в Республике Башкортостан переходит к Координационному совету РБ. Выпускаются на свободу все политзаключенные, объявляется свобода слова. Находящиеся за рубежом башкирские оппозиционные силы должны поддержать созданный таким образом Координационный совет Республики Башкортостан. Рассылаются указы Координационного совета РБ во все районы республики о формировании временных сельских, районных и городских органов власти, подчиняющихся Координационному совету РБ. Для того, чтобы проводить в действие решения Координационного совета Республики Башкортостан, у его членов, в первую очередь, должен быть авторитет среди населения республики. То есть в Координационном совете РБ должны быть уважаемые и авторитетные люди, которые заслужили свой авторитет служением своему народу. Все это необходимо делать в очень короткие сроки, в течение от 1 до 2 суток. Координационный совет РБ объявляет дату проведения Всебашкирского республиканского ЕИНа. Вновь сформированные сельские, районные центры и городские органы власти проводят в райцентрах и городах Башкортостана ЕИНы, где выбирают своих делегатов на Всебашкирский республиканский ЕИН. Те районы и города, которые к дате проведения Всебашкирского республиканского ЕИНа не изберут и не пришлют своих делегатов, те автоматически будут подчиняться решениям Всебашкирского республиканского ЕИНа, который пройдет без их участия. Всебашкирский республиканский ЕИН избирает и утверждает Национальное временное правительство Республики Башкортостан. Тем самым у Национального временного правительства РБ будет легитимность в принятии всех последующих решений. С момента объявления о проведении Всебашкирского республиканского ЕИНа до его проведения должно пройти не больше 10 дней. Национальное временное правительство Республики Башкортостан первым же указом объявляет Республику Башкортостан независимым государством с республиканской формой правления. Объявляется о запрете на территории Республики Башкортостан всех российских политических партий и объявляет о формировании гражданами Башкортостана республиканских политических партий. Проводятся законы, которые укрепляют независимость Башкортостана. Башкирский язык объявляется единственным государственным языком в республике. Один из важных и обязательных к исполнению задач — создание вооруженных сил новой власти, на которые она должна опираться. Координационному совету Республики Башкортостан необходимо будет сделать обращение к гражданам республики, чтобы они вступали в отряды самообороны со своим оружием. Те мужчины и парни, которые уже сейчас входят в национальное сопротивление, а также кто поддерживает идею независимости Башкортостана, должны ради нашей единой цели быть готовыми оставить на время свои дома и семьи и поступить в распоряжение Координационного совета Республики Башкортостан, а после — в распоряжение Национального временного правительства. В костяке всех этих формирований должны быть башкирские националисты. Одновременно с этим должны начать формироваться официальные вооруженные силы независимого Башкортостана. Здесь во многом смогут помочь бывшие военные, которые участвовали в вооруженных конфликтах и имеют боевой опыт. Возможно, пока вооруженные силы независимого Башкортостана будут проходить только стадию формирования, надо будет пригласить миротворческие вооруженные силы из стран Организации тюркских государств. По одному батальону от Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана и Турции достаточно, чтобы в республике был порядок, и никто не посмел покуситься на нашу независимость. Необходимо действовать максимально бескровно, убеждать население в том, что российская, а вместе с ней республиканская коллаборационная власть пала, и что вся полнота власти переходит к народу Республики Башкортостан в лице ее представителей. В случае отказа подчиняться надо решительно применять силу. Все национальные и общественные силы, находящиеся в республике, должны отбросить все свои распри и взаимные обиды, чтобы объединиться во имя единой цели — обретения независимости Республики Башкортостан. Вариант 4. Гражданская война. Самый никому не нужный, но очень возможный сценарий постпутинского режима в нашей республике — это гражданская война. Гражданская война может наступить в том случае, если в Москве различные кланы начнут вести друг с другом борьбу, вплоть до вооруженной. В стране наступит безвластие, и каждый регион будет предоставлен сам себе. Правящий в Башкортостане к тому времени назначенец из Москвы сможет удержать за собой власть,
объединит вокруг себя продажные элиты и республиканские силовые структуры. В этом случае он сохранит контроль над столицей, и весь центр власти будет находиться там. Оккупационная республиканская власть в первую очередь будет опираться на русское население, которое меньше всех заинтересовано в независимости, и на тех башкир и татар, которые зависимы от власти, находятся на их обеспечении или кто является агентом или на подписке у российских спецслужб. Но в Уфе русские составляют всего половину населения города, а те башкиры и татары, которые готовы сотрудничать с оккупационной республиканской властью, и кто хочет оставить нашу республику в составе России, их не так много. В самой Уфе на данный момент проживает около 250 тысяч башкир и 300 тысяч татар. Это наша сила. Поэтому 500 000 башкир и татар, проживающих в Уфе, будут нашими сторонниками и союзниками. Если Уфа будет полностью контролироваться московским назначенцем, то в этом случае необходимо будет брать власть в отдельно взятой части республики и закрепляться там. Для этого лучше всего подходит Зауралье, как оплот башкирского национального движения, где проживает наибольший процент башкир. Необходимо брать под контроль города и районы в Зауралье, а также районы в Западном Башкортостане. Затем объявлять независимость Башкортостана на всей его территории, причем неважно, контролируем ли мы всю территорию республики или только ее часть. Надо будет укреплять власть на местах, собирать ополчение и из него создавать единую армию независимого Башкортостана. После того, как территория Зауралья и Западный Башкортостан будет полностью под нашим контролем, оттуда двигаться на Уфу. Надо понимать, что близлежащие, в основном русскоязычные города Бирск и Благовещенск, будут поддерживать власть в Уфе, тем самым образуя с ней единую северную агломерацию. Окружив Уфу и заблокировав ее со всех сторон, сперва предложить оккупационной власти добровольно сдаться. Если она откажется, то брать штурмом, одновременно поднимая башкирское и татарское население столицы. Рассматриваю я и такой вариант, когда может и не получиться взять власть в Уфе, и на некоторое время в республике создастся двоевластие. В этом случае необходимо создать блокаду Уфе, благо город располагается на полуострове, перерезать ей все пути снабжения и ждать, когда ее власти сами капитулируют. Это рано или поздно произойдет, потому что уфимский анклав внутри башкирских земель не сможет долго существовать автономно. Главное здесь — не расходовать бездумно жизни людей, бросая их на штурмы города. Желательно убедить оккупационную власть сдаться под гарантией безопасности или же вынудить капитулировать от безысходности. Пока Уфа будет находиться в блокаде, надо будет выстраивать международные отношения с союзными нам странами, заручаться их поддержкой, в первую очередь со странами Центральной Азии, налаживать и выстраивать экономические связи. Делать все, чтобы независимый Башкортостан укреплялся на международном уровне. Также надо будет закрепить союзные отношения с соседним Татарстаном и другими национальными республиками для поддержки друг друга. У Татарстана тоже будут свои проблемы с русским населением и со своими татарскими манкуртами в борьбе за независимость. И здесь мы обязаны помогать друг другу, чтобы устоять как независимое государство. Надо будет постараться заключить договор с Уральской республикой о невмешательстве во внутренние дела Башкортостана, чтобы спокойно решить свои внутренние проблемы. Крайний вариант. Как самый крайний вариант, если не получится сразу подчинить Уфу властям независимого Башкортостана и какие-то части республики вместе с ней будут временно неподконтрольны, то придется брать за основу примерную территорию Первой Башкирской республики, Валидовский Башкурдистан, и на его территории создавать независимое башкирское государство. Такая республика будет состоять в основном из моноэтнического башкирского населения, а сама территория будет иметь более 100 тысяч квадратных километров, где будут города, инфраструктура, богатые природные ресурсы и красивая природа. Даже в таком урезанном виде республика будет почти в 5 раз больше государства Израиль, где мы очень быстро поднимем экономику и уровень благосостояния ее граждан. Конечно, это не говорит о том, что мы должны навсегда отказаться от всей остальной территории Башкортостана. Нет, мы не будем признавать независимость сепаратистского образования на территории нашего государства. Соответственно, и весь мир не будет признавать. Мы будем ждать, как это сделал Азербайджан с Нагорным Карабахом. Восстановим свои силы, укрепим экономику,
создадим сильную армию и вернем наши земли обратно. В 1917 году башкирские национальные деятели во главе с Ахмед Заки Валиди тоже изначально закрепились только на определенной территории башкирских земель. Они понимали, что все территории Уфимской и Оренбургской губерний на тот момент у них не получится взять под свой контроль. Образовав республику Башкортостан на части территории башкирских земель, они ставили перед собой цель впоследствии вернуть все башкирские земли обратно. Это получилось у Мулаяна Халикова, когда он добился присоединения к Башкортостану территорию Уфимской губернии. Да, полностью все земли тогда вернуть не удалось, и даже некоторые исконно башкирские земли отошли соседним областям. Но все же большая часть башкирских земель вернулась обратно. Но это, как я сказал, самый крайний вариант. При любом варианте развития событий надо максимально стараться избегать войны и кровавых конфликтов. Силу надо применять только в крайних случаях, когда не оставляют выбора. Нашему народу нужны годы мирного развития, основываясь на нашу культуру, религию и традиции. Цель башкирского национального движения — создание независимого башкирского государства. Мало завоевать свободу, необходимо еще ее удержать. Мы не имеем права на ошибку, и именно поэтому наше государство должно стать сильным, успешным и процветающим. И это бремя уже ложится на плечи наших будущих поколений. Заключение. Свобода — вещь дорогая. Пытаться приобрести ее задешево — бессмысленное занятие. Джохар Дудаев. Посмотрите на обложку этой книги. Там вы видите гордого волка, стоящего на своей территории, где он является хозяином. Это свободный волк, поэтому он такой сильный, красивый и величественный. Теперь вспомните тех волков, которых вы видели в зоопарках. Волк, находящийся в неволе, — это жалкое зрелище. Он худой, его шерсть грязная и блеклая. Вид у такого волка затравленный, и только взгляд выдает в нем хищника, жаждущего свободы. Башкорты, башкурды — это волки. Название нашего народа переводится как «баш» — главный, «курт» — курт, волк. У самих башкир волк будет буре, но такое слово пришло к нам от поздних кипчаков. Слово «курт» в имени нашего народа осталось от агузских племен тюрков, которые были более ранней составной частью этногенеза башкортов. Одним из главных тотемов нашего народа всегда был волк. Он есть в мифологии, в легендах и творчестве башкир. До сих пор тюрки Центральной Азии называют нас башкурты, главные волки. Но сегодня башкорты — это волки в клетке, которые только мечтают о свободе. Независимость — это не привилегия и не наш каприз. Это вопрос выживания и сохранения себя как отдельного уникального народа. Мы должны для себя твердо уяснить, что если мы не получим независимость, то рано или поздно исчезнем с лица земли, как исчезли до нас или находятся на грани исчезновения сейчас многие народы. Башкиры могут остаться в истории человечества как архивный или музейный экспонат, о которых в будущем будут рассказывать посетителям, что был такой народ, но у него не хватило жизненной силы, стремления, воли и самопожертвования, чтобы завоевать себе место под солнцем и остаться в живых. Мы не можем позволить, чтобы с нами такое произошло. На нас сквозь века смотрят наши предки, которые сражались за эти земли, проливали кровь и умирали. Башкиры заплатили слишком высокую цену бесчисленным множеством жизней, чтобы мы, их потомки, жили сейчас на своей родной земле, чтобы у нас был свой язык, своя культура. И когда мы встретимся на том свете с нашими ата-бабалар, что мы им скажем, глядя в глаза? Какие оправдания мы найдем? Что все их жертвы были напрасны? Мы ответственны не только перед нашими предками, но и перед нашими потомками. Наши дети, внуки, правнуки и многие последующие поколения обязаны жить в своем собственном независимом государстве, разговаривать на своем языке, исповедовать свою религию, развивать свою культуру и продолжать носить гордое имя башкир. Сегодня нам выпадает редкий исторический шанс получить такую независимость и раз и навсегда избавиться от своего колониального положения. Мы давно готовы, у нас все есть для этого, и нас никто не сможет остановить. Руслан Габасов, 2026 год.